Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире вечерние новости, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Ледостав в управлении гидрометеослужбы предупредили о шугоходе на реках республики. Развитие здравоохранения в поселке Кысылсыр Вилюйского района ведут ремонт местной поликлиники. Вакцинация населения. Как обстоят дела в районах Якутии по прививкам от коронавируса. В управлении гидрометеослужбы предупредили о шугоходе на реках Якутии. По данным обзора водных объектов, на реках продолжается ледостав. При этом на реках Лена, Алдан, Вилюй, Индигирка наблюдается шугоход различной интенсивности. Уровни воды преимущественно понижаются от 1 до 20 сантиметров в сутки. Жители села Второй Чакыр Амгинского улуса испытывают каждый год трудности во время весеннего ледохода и осеннего ледостава. Одни из главных проблем – это доставка продуктов, лекарств, также предоставление неотложной помощи больным. Жители села добиваются решения этих проблем путем строительства моста или обеспечением специальной техникой для переправы. Начиная от санрейсов до доставки лекарств, в это время особенно у нас затруднительно. И если бы в нашем поселке в это время имелось бы свое судно на воздушной подушке для переправы именно вот во время весеннего ледохода, осеннего ледостава, этот вопрос в нашем селе остается особо острым и нерешенным. По состоянию на сегодня в целом по пароходству перевезено 440 тысяч тонн нефтеналива и 1 миллион тонн сухогрузов. В эксплуатации находится 65 единиц флота «Лорб». В аналогичный период прошлого года на Лене работало 19 единиц. Октябрьская оттепель позволила судам работать с Осетрова до Сангара. В Верховьях и Средней Лены идет падение уровней воды. Река чистая на всем протяжении с Осетрова до Якутска. В районе Сангар, где продолжает работать флот пароходства, отмечаются отрицательные температуры и наблюдается средняя шуга и падение глубин, об этом сообщает пресс-служба пароходства. К другим новостям. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23 часов до 6 утра. Также, согласно документу, усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта – авиационном, ЖД, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей. Кроме того, глава государства поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета. В Аймяконском районе идут рейды по выявлению несоблюдений мер безопасности по COVID-19. Все подробности у нашего корреспондента. Совместные рейды с целью выявления нарушений и соблюдения ограничений по недопущению распространения COVID-19 проводятся в Уснере регулярно. Административной комиссией в этом месяце было проведено 5 рейдовых мероприятий по торговым точкам, составлены и переданы в суд 3 протокола и проведено 11 разъяснительных бесед. В этот раз члены административной комиссии, представители полиции и Роспотребнадзора посетили ряд торговых предприятий и точки общепита. Да, мы предупреждаем, у нас же на дверях написано на сайте, чтобы руки обрабатывали, чтобы это... Отмечается более ответственное отношение к выполнению правил работниками торговли. Но, тем не менее, некоторым продавцам и покупателям сделаны предупреждения и составлены протоколы. В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Аймяконском районе осложняется, наблюдается прирост заболеваемости. В связи с этим администрация района принимается меры по проведению контрольных мероприятий, соблюдению масочного режима и перчаточного режима на организациях и индивидуальных предпринимателей в магазинах и точках общепита. Административная комиссия привлекаются силы МВД и Роспотребнадзора для соблюдения ограничений и запретов, установленных нормативными правовыми актами Республики Саха-Якутия. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера.
Ну а оперативным штабом и администрацией Нерубинского района было принято решение частично софинансировать расходы на приобретение реагентов для ПЦР-исследования за счет бюджета района с целью снижения действующих тарифов. Таким образом, стоимость тестирования ПЦР для населения на платной основе снижена в 3 раза и составляет 600 рублей. Также с 11 по 31 октября в районе объявлено снижение тарифов на проведение ИФА-теста до 300 рублей. Если у человека есть симптомы, то, как и раньше, ПЦР бесплатный. На данный момент получили первый компонент вакцины всего по району 8,5 тысяч человек. План вакцинации взрослого населения составляет 80%. В октябре месяце снизился темп вакцинации, поэтому приняли ряд мер, и в том числе на следующей неделе, во время выходных, нерабочих дней, мы планируем провести активную вакцинацию среди населения, неделя активной вакцинации. И в плане мы планируем провести розыгрыш призов именно вновь вакцинирующих наше население. Администрация Среднеколымского района также проведет розыгрыш снегохода «Буран» среди местных жителей, получивших прививку от коронавируса. Участвуют все жители Улуса, получившие прививку до 19 сентября именно в районе, а не за его пределами. Планировали провести раньше, но из-за эпидситуации перенесли лотерею. Кроме этого, будет разыграно много других ценных призов. Об этом сказали в администрации района. По данным, в Улусе вакцинировано около 3300 человек. Это 67% от всего взрослого населения района. В рамках реформы первичного звена здравоохранения в поселке Кызылсыр Вилюйского района ведут ремонт местной поликлиники. На модернизацию больницы средства были выделены из федерального бюджета. Все подробности у нашего корреспондента. Поликлиника поселка Кызылсыр – один из объектов, вошедших в программу модернизации первичного звена здравоохранения. К медучреждению на сегодня прикреплены около 3000 жителей. Ежедневно его посещает до 100 человек. При этом само здание было построено почти 30 лет назад. И, наконец, в этом году здесь проводится капитальный ремонт. Сам ремонт, который сейчас производится здесь, в поселке Кызылсыр, здание поликлиники, вот он наглядно показывает, что этот план действует. Там четко описаны источники финансирования. Источник финансирования данного ремонта – это республиканский бюджет. В 2020 году было выделено порядка 10 миллионов, почти 11 миллионов на этот ремонт. И уже к концу этого года контракт был заключен в начале года, и вот к концу года уже закончен. В Кызылсырской поселковой больнице сейчас функционирует 3 основных корпуса. Это отдельно представленный стационар, лаборатория и хозблок. Но в самом здании поликлиники раньше располагался местный роддом. Мы перешли сюда как поликлиника, так как старое здание предыдущее было 1976 года постройки, поэтому мы перешли сюда. Здесь располагается поликлиника, то есть амбулатория, она представлена несколькими звеньями. Здесь идет рентгенологическая служба, здесь стоматология, здесь 2 терапевтических участка. И часть этого здания занимает детская поликлиника. По словам подрядной организации, работы по капитальному ремонту завершатся в ноябре этого года. Помимо строительства, капремонтов, в поселении стоит вопрос по оснащению современным медицинским оборудованием. Так, в поселке Кызылсыр в этом году приобретут новый рентген-аппарат. Анна Васильева, Никентий Колесов, Вилюйский Улус. Переходим к другим новостям. В налоговый кодекс предложили внести поправки, которые приведут к увеличению ставок за вылов водных биоресурсов. Такой законопроект правительство планируется рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении. Проектом предлагается установить ставки сбора в размере 150 рублей за тонну. Исключение составят водоросли. Для них ставка сбора будет установлена в размере 50 рублей за тонну. Для неценных и добываемых в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах видов рыбы хотят сохранить действующий размер ставки 20 рублей за тонну. В университете АГАТУ в столице проходит первый день блок-семинара по послевузовскому образованию в сфере развития сельского хозяйства и агросистем будущего.
Организаторы будут внедрять образовательные модули для улучшения аспирантуры, докторантуры в России и Казахстане. Участвуют 36 человек, среди них 21 аспирант. Кроме них, через онлайн-связь подключились и коллеги из Германии. В программу семинара включены лекции, обсуждения по темам истории, перспективам развития мясного скотоводства и лесного хозяйства. Семинар продлится неделю. Данное мероприятие мне очень нравится в плане развития как ученого. Также это огромная возможность перенять опыт зарубежных стран. И мы недавно провели только что деловую игру, в процессе которой обнаружили, что трансдисциплинарное изучение, именно комплексный подход в решении проблем агросектора является очень емкой на самом деле проблемой. И это не только наша страна, например, каждая страна по-своему борется, и методы у всех разные. Соответственно, чей-то негативный опыт мы можем уже исключить из собственных будущих проб и ошибок. Верхневилюйская детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты, учебную литературу и мебель. Из федерального бюджета на эти цели выделили 4,5 миллиона рублей, из бюджета республики 360 тысяч и из бюджета района 98 тысяч рублей. У нас были мольберты деревянные, самодельные. Сейчас они уже фабричные, очень удобные. Мольберт сам регулируется, ножка регулируется, и хорошо индивидуально можно подобрать под рост ребенка. И они хорошо складываются, двухсторонние, железные. Сейчас у нас появился этюдник, 3 этюдника новых, и можно там краски с собой носить. Модели якутского агентства открыли показы коллекций 2 дизайнеров на неделе моды Mercedes-Benz в Москве. Сандара Шарина вышла на подиум с коллекцией «Аль-Кафтан». Девушка получила предложение о сотрудничестве от столичных фотографов, визажистов и изданий. Но всего от Якутии на неделю моды от Mercedes-Benz поехали 8 моделей якутского агентства. Это очень масштабное мероприятие как в России, так и во всем мире. Это наш уже 3-й выезд на мероприятие такого масштаба. У нас прошли аж 23 дизайнера. Всего дизайнеров было 50. И для нас это маленькая победа. Представляли нашу республику, показывали, какие у нас амбициозные, талантливые ребята, модели. Получили очень много хвалебных отзывов от дизайнеров, от визажистов, стилистов. И многие отметили то, что у нас в Якутии очень красивые и экзотичные ребята. Итоги дня подведем на Якутии 24 в 20:00. Оставайтесь с нами.